Уже несколько дней через абхазо-российскую границу не могут провести свой товар предприниматели, которые занимаются экспортом мимозы. Российская сторона запретила ввоз цветов. Утром во вторник они собрались, чтобы рассказать прямо на ПСОУ о происходящем нашим коллегам из информагентства «Аяшара». Хотим донести до нашего руководства, кто руководит, сейчас непонятно тоже, кто тут это вопросы решает с границы, потому что у нас проблема сегодня стоит с переходом границы. Они говорят с вашим да. И ни один килограмм мимозы здесь не пропускают на сегодняшний день. И как-то надо этот вопрос решать, никто не реагирует на эту проблему, люди возмущены, все стоим, уже третий-четвертый день мы здесь находимся, никакой реакции ни от кого нету. Хотим, чтобы как-то вопрос решили, если это возможно. Какой-то жучок, какой-то трипс или что там, что они нашли. Трипс, если они почитают, там видно, что трипс на дереве не зимует, трипс зимует в земле. Конечно. Там он никак априори не может оказаться. Мы тоже знаем что-то, читаем что-то, знаем что-то, понимаем. И эти вещи, как бы, то, что они хотя бы пусть аргументируют то, что они говорят. Аргументов нет, ничего нет. Как быть, как решать этот вопрос, сейчас мы не можем, сейчас российская таможня этот вопрос решить. 150 килограмм мимозы стоит. Я не могу, мне никто не предупредил, что границу закрывает. У меня товар горит, 2 дня я не могу выйти, я стою по ночам здесь жду. Хоть определитесь, откройте границу. У меня 5 детей, внуки дома. Нам тоже сказали, что по 5 килограмм разрешают, а вообще там бросили некоторые люди мимозу. Мусорки некоторые стоит, люди хотят заработать на кусок хлеба и этого не пускают. Зачем так быть, никто не предупреждал. Очень тяжело, девочки. Надо этот вопрос как-то решить. По 500 килограмм товара лежит у нас в ангарах, в коробках. Мы не можем это перенести. Это же деньги, это нужно как-то решить этот вопрос. Это же не мандарин, который положили, завтра продали. Это мимоза, которая с каждым часом, с каждой минутой она горит. И это ущерб не на маленькую сумму денег. В госинспекции по карантину растений нашей редакции сообщили, что действительно несколько дней назад поступило письмо на имя исполняющего обязанности президента, в котором изложили причины, по которым ввоз акации серебристой запрещается на неопределенный период. Валерий Ганба встретился с министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа. Исполняющий обязанности президента спросил, что на данный момент сделано абхазской стороной. Мы по вашему поручению уже 3 дня занимаемся этой проблемой. Там, конечно, касается этого в основном мимозы, потому как основная продукция, которая в этот период пересекает границу, перевозит, это вот именно акация цветочная, это мимоза. Но в течение 3 дня назад появилась информация от коллег карантинной службы с российской стороны, что на мимозе обнаружен калифорнийский цветочный трипс. Но мы понимаем ситуацию, они, скорее всего, подозревают, но есть на абхазской стороне, в нашей карантинной инспекции своя лаборатория, они и так ежемесячно проверяют. Но, тем не менее, после этой информации были проверены все образцы, которые находились на границе и вообще на территории Абхазии. Но, к счастью, такого у нас, по нашим данным, не обнаружено. Мы связались с нашими коллегами на российской стороне, с Минсельхозом, с Россельхознадзором. Но там изначально не было информации, но потом уже поступило письмо, что есть запрет с 22 числа. Те продукции, которые были оформлены до 22-го, они пройдут после лабораторных анализов, а остальное будет пока приостановлено. Но пока наши коллеги дают нам надежду в том, что они сейчас выяснят ситуацию, насколько это серьезно, и в течение сегодня, завтрашнего дня дадут нам заключение, скорее всего, наверное, будет разрешено вывоз. Для сравнения, по информации Минсельхоза, в прошлом году в это время было экспортировано более 80 тонн мимозы. В этом речь идет о 60 тоннах. Основной спрос на мимозу приходится к 8 марта, а значит, у абхазской стороны еще есть время на урегулирование вопроса. По словам Беслана Джопуа, речь идет про 2-3 дня. Пока мы сказать ничего не можем. Это служба, которая занимается именно выявлением этих болезней. У нас было это и при вывозе цитрусовых, когда было обнаружено подозрение, тоже пару дней держали, потом выяснили, и было разрешено. Надеемся, что так и будет. Те люди, которые сейчас там находятся, у них за это время может просто
Я товар могу сказать, да. испортится. Ситуация такая, что обычно мимо разрешения наших экологов их хранят, заготавливают. У нас уже есть цеха, где готовят продукцию в определенных тарах и хранят в специальных холодильных установках. Те, которые маленькими партиями в сумках вывозят, они более примитивные, поэтому у них это может, конечно, испортиться. Но большие грузные машины, которые вывозят, они могут пока еще дальше пользоваться холодильными устройствами и это время выдержать. Те, которые, скажем, вот расфасовали, привели в товарный вид. Но в основном многие люди, граждане наши, небольшими партиями, в маленьких машинах, в сумках перевозят эту продукцию для того, чтобы заработать какие-то средства. Но я думаю, эти дни это повлияет, конечно, отрицательно на эту часть. Валерий Бганба поручил быть постоянно на связи с российскими коллегами и поделился своим взглядом на ситуацию. Да, это вредитель есть и у нас, это он есть и в России. Насколько я знаю, с 80-х годов, он обычно это весной, апрель-май. В зимнее время практически не бывает. Такой же вопрос был, когда начали цитрусы вывозить, потом, слава богу, этот вопрос решился. Я вас что прошу? Еще раз, постоянно выходите на своих коллег, пусть наши карантинщики тоже начинают объяснять нашим людям, может быть, пока придержать еще время, как вы говорите, есть, чтобы не испортилась у них продукция, но надо выходить на своих коллег постоянно. Я вот сейчас только дал поручение, не сейчас уже дал поручение Министерству иностранных дел, чтобы они связались с посольством России, потому что это все-таки немножко, мне кажется, вопрос с карантином, может, не совсем связан, но надо эти вопросы уже через посольство решать. Напомним, 6 декабря 2024 года российская карантинная служба обнаружила калифорнийского трипса в одной из партий цитрусовых, вывозимых из Абхазии в Россию. На следующий день на российско-абхазской границе был возобновлен пропуск грузовиков с мандаринами. Элеонора Гилая, Торник Амичба, Абаза ТВ.